Украина сейчас в таком состоянии, и она потеряла временно часть территории, огромная часть территории. Это и Крымский полуостров, и Донбасс, там, Донецк, Луганск. И в этом очень большая роль телевидения, именно телевидения страны-агрессора. Я, к сожалению, в Крыму был всего 2 раза, но по востоку Украины я много ездил, был во многих городах еще до войны. И вот эта территория Украины, она была в просторе российского медиа. То есть они смотрели русский телевизор. Я думаю, что в Крыму было примерно то же самое. И, наверное, это и привело к тому, что вот это случилось. Потому что в Крыму были еще и крымские татары, нужно об этом не забывать, несмотря на то, что их мало. К сожалению, они были в меньшинстве. Но они были всегда с позиции. Они были с позиции, но они были в меньшинстве. А мы сейчас живем, вроде бы демократия, да, даже показывает последние события не только у нас в стране, но и по всему миру. Вроде бы демократия, но меньшинство, к сожалению, должно подчиняться большинству, потому что оно большинство. Это один из минусов демократии, я считаю, потому что большинство, оно всегда, оно не всегда право. Все-таки телевидение настолько влияет на умы людей? Да, телевидение очень влияет. Если посмотреть даже на телевидение, которое у нас в стране, украинское телевидение, и телевидение там, страны-агрессора, будем говорить про российское телевидение, потому что конфликт наш с ними. Давайте просто посмотрим, в чьих руках находятся телеканалы, основные телеканалы. Если в России это ОРТ, Россия-24, РТ, это государственные каналы, это просто машины пропаганды, я бы назвал это орудием массового поражения. Потому что они поразили очень многие умы и головы украинских граждан, и благодаря чему могли осуществить свою эту захватническую операцию. А украинские каналы, если посмотреть государственные каналы Украины, они очень слабые. И на данный момент очень слабые, и они не могут противостоять той машине, которая провела эту огромную работу, к которой они готовились и которую они планировали.